Сегодня у нас четвертая встреча в рамках проекта для тех, кто желает освоить бурятский язык с нуля. Напоминаю, что на моем YouTube-канале есть специальный плейлист, в который я выкладываю все выпуски нашего проекта в хронологическом порядке. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и осваивайте бурятский язык вместе с нами. А мы начинаем сегодняшний выпуск. И при освоении любого языка особое внимание уделяется так называемым модальным глаголам, то есть тем глаголам, которые передают значение «могу», «должен», «намерен» и так далее. И сегодня мы рассмотрим с вами, как это выглядит в бурятском языке. Давайте приступим. Значение этих модальных глаголов в бурятском языке передается с помощью уже известной нам структуры, которую мы разобрали на примере «Я люблю кушать бузы», «би», «бузы», «итхы», «дурты». Но давайте мы от буз перейдем к пище духовной и рассмотрим, как будет выглядеть «Я люблю читать книги». Выглядит это так. Би, ном, уншихы, дурты. То есть я, имеющий любовь, и напоминаю, что вот это окончание причастия, качества или свойства мы для удобства подвергаем прямому переводу на русский язык. Итак, я, имеющий любовь, обладающую свойством или качеством, связанное с действием номунша, то есть читать книги. А по смыслу я люблю читать книги. И вот, собственно, по этой же структуре и передаются мысли о том, что я или кто-то другой имеет возможность, намерен или должен делать, или кому придется что-то делать. Итак, давайте рассмотрим, как это выглядит. Как сказать, мы можем построить дом? В том смысле, что мы имеем такую возможность. Это будет по-бурятски выглядеть так. Быди, гыр, варха, аргатедди. Где быди – это мы, гыр – это дом, а вот это слово аргатедди, оно происходит от существительного арга. Арга – это способ или возможность, в данном случае в этой структуре его учат переводить как возможность. А бари – это основная форма глагола, со многими значениями, но в данном случае мы его рассматриваем в значении «строить». Итак, переводим всю структуру. Мы, имеющие возможность, обладающие свойством или качеством, связанные с действием «построить дом». Соответственно, по смыслу мы можем построить дом. Дальше. Как сказать «я намерен что-то сделать»? Я или ты намерен что-то сделать? Вот давайте познакомимся, для тех, кто не знает, конечно, этих слов. Зорг – это картина, а зорх – это однокоренное слово, да? Основа глагола зора – рисовать. Соответственно, рисовать картину будет зорг зора. И есть такое существительное ханам, то есть намерение. Итак, все вместе. Ши зорг зорха ханатиш. То есть ты, она, ты – это имеющий намерение, да? Ты, имеющий намерение, дальше я буду уже короче переводить, нарисовать картину. Дальше. Как сказать о том, что у человека или у группы людей есть обязанность что-то сделать, то есть они должны что-то сделать. Есть такое существительное йогам со значением обычай или традиция. В данном случае мы будем рассматривать, обычай или традиция – это что такое? Это то, что должно делать. Поэтому йорте мы будем рассматривать как имеющий обязанность. Итак, бышик – это письмо, быш – это основная форма глагола со значением писать, и все вместе мы получаем та бышик бышик йорте. То есть вы, имеющие обязанность написать письмо. Письмо или письма в бурятском языке зачастую единственное число и множественное число никак не отличается по внешнему виду. Итак, вы должны написать письмо или письма, та бышик бышхайелты. Теперь
как нам сказать о том, что что-то необходимо сделать? Для этого мы используем существительное хырык со значением дело, необходимость. Вот в форме совместного падежа это выглядит как хырыкте, то есть как определение это означает имеющий необходимость. Теперь гар – это рука или руки, в данном случае руки. Гора – это мы знаем орунго гарые, то есть свои руки. Уга – это основная форма глагола со значением мыть. Все вместе тире арауа хырты, то есть он или она. В бурятском языке нет мужского, женского и среднего родов. На мой взгляд, это серьезно облегчает процесс его освоения, поэтому тире может означать и он, и она. Итак, он, имеющий необходимость помыть свои руки. То есть ему нужно помыть свои руки. Дальше. Теперь, как сказать, что не только необходимо, но и должен что-то сделать? Для этого мы используем еще одно многозначное слово бурятского языка – ушыр. Вообще с этим словом имеет смысл познакомиться поближе, поскольку его понимание очень сильно поможет нам в освоении многих других конструкций. Это многозначное слово в случае обстоятельства, положения дел можно перевести как ситуация и так далее. В данном случае мы его рассматриваем как причина или обстоятельства. Итак, другие слова. Хайре – это степь, хона – это основная форма глагола со значением ночевать, хайре хона означает ночевать в степи. Итак, тиде хайре хонху ушырты. Они, имеющие причины или обстоятельства, способствующие тому, чтобы ночевать в степи. То есть им приходится ночевать в степи по смыслу, или им придется ночевать в степи. Друзья, все мы знаем, что бурятский язык очень богатый, и многие мысли можно выразить разными способами. Давайте рассмотрим, как все эти мысли можно выразить другим путем. Для этого мы сейчас перевернем доску и посмотрим, как эти мысли можно выразить другим альтернативным способом. Намда номуншаха дурумбайна. То есть у меня есть любовь читать книги. Манда гырвархаргавайна. У нас есть возможность построить дом. Шанда зурок зуруха анамбайна. У тебя есть намерение нарисовать картину. Танда бышых бышхы йогамбайна. У вас есть традиция писать письма. Теренда гарауга хырты ушурвайна. У него или у нее есть причина или обстоятельства, скорее даже здесь ушур лучше перевести как положение дел. У него или у нее есть положение дел с необходимостью помыть руки. И у них есть обстоятельства ночевать в степи. То есть мы рассмотрели второй способ выражения этих мыслей. Первый способ, он наиболее употребляемый, но здесь есть один нюанс. Я специально выделил одну фразу, которая, как вы, наверное, уже заметили, несколько выбивается из общей логики. Дело в том, что везде до этого я убрал у определения окончания «т», и такие слова, как «дурун», «ара», «ганан», «йогом», «ушур» стали выполнять роль подлежащего. Но в данном случае я не убрал окончание у слова «хырты», а наоборот добавил к нему еще одну существительную «ушур». В чем смысл? В том, что такая структура, она позволяет передать смысл того, что необходимость вызвана некой жизненной ситуацией. Ну, человек испачкал руки, ему надо попить чай, поэтому вот эта ситуация, в которой он испачкал руки, она вызывает необходимость их помыть. И в результате получается теренде арауга хыркте ушурвайна. Мы уже с вами знаем, что зачастую выпадает словосочетание хумбайна, также зачастую выпадает словосочетание юмумбайна, когда речь идет не о человеке. А сейчас еще один очень распространенный случай, это когда выпадает словосочетание ушурвайна.
В результате остается теренда гараугах хрихте. То есть ему или ей нужно помыть руки. Итак, друзья, вот те варианты, которые мы рассмотрели сначала, кроме хрихте, они наиболее употребительны именно в том виде. А вот со словом хрихте наиболее употребителен вот этот вариант, то есть теренде или нанда гарауа хрихте. Итак, друзья, мы можем подвести итог сегодняшней встречи. Мы рассмотрели так называемые модальные глаголы, то есть те формулировки, с помощью которых можно сказать могу, намерен, должен, придется и так далее. И, что очень важно, мы познакомились со словом ушор, увидели, как это слово выпадает вместе с глаголом вейна. Это нам пригодится уже на следующей встрече. Осваивайте бурятский язык, подписывайтесь на мой канал. Дахим Узатра Байрте.